Сегодня я хотел бы поговорить о теме, которая косвенно относится именно к началу месяца Зуль-Хиджа. Первые 10 дней, самые лучшие 10 дней в этом году. И хутба на татарском языке, иншаллах, будет ей посвящена. Но сейчас хочу вспомнить один хадис, который относится ко всем нам. И он имеет отношение к этим 10 дням. В сборнике Сахих Муслим приводится хадис, где сказано то, что был сподвижник, которого звали Ханзаля. И однажды Ханзаля встретился с Абу Бакром ас-Сиддик, и Ханзаля начал жаловаться и говорить: «Нафака Ханзаля, нафака Ханзаля». То есть Ханзаля стал лицемером. Ханзаля стал лицемером. И после этого Абу Бакр, услышав эти слова: «Субханаллах, ты что говоришь? Что за слова от тебя исходят? Да? Почему ты так говоришь?» Удивился, и тогда Ханзаля говорит: «Мы бываем у посланника Аллаха, слушаем его наставления, его насихаты, и он описывает нам рай и ад так, будто бы мы видим его своими глазами. Но как только мы выходим от посланника Аллаха, возвращаемся домой, начинаем заниматься делами наших семей, и ничего этого не остается. Все это куда-то улетучивается». И после этого услышал эти слова Абу Бакр, он говорит: «Субханаллах, у меня, говорит, то же самое. Со мной, говорит, происходит то же самое». И после этого они вдвоем выдвинулись к посланнику Аллаха, пришли к нему, и Ханзаля начал говорить: «Нафака Ханзаля, нафака Ханзаля». Ханзаля стал лицемером, Ханзаля стал лицемером. И тогда посланник Аллаха сказал: «Почему? Каким образом?» И Ханзаля говорит: «О посланник Аллаха, когда, говорит, мы находимся у тебя, ты нам напоминаешь об огне, напоминаешь о рае, будто бы так даже мы как будто видим рай и ад воочию, и как только мы выходим от тебя и начинаем заниматься делами наших семей, наших детей, начинаем искать пропитание, забываем многое из того, что ты нам говорил». И посланник Аллаха сказал: «Валляри нафси бияди, клянусь тем, в чьей длани моя рука, в чьей длани моя душа, если бы вы находились в таком же состоянии постоянно, в каком вы находитесь у меня, и постоянно поминали бы Аллаха, то ангелы всегда бы приветствовали вас за руку, где бы вы ни находились, или в своих кроватях, или же на своих дорогах. Но Ханзаля всему свое время». И повторил это трижды: всему свое время. Вот это вот, уважаемые братья, хадис, который относится ко всем нам. В нашей жизни у всех у нас, или же у абсолютного большинства из нас, бывают моменты, бывают подъемы, бывают падения. Мы приходим в мечети, мы слушаем уроки, уагазы и так далее, ощущаем какой-то духовный подъем, и через некоторое время, опять погружаясь в заботы этого мира, мы как будто вот теряем все это, да, и постоянно нуждаемся в какой-то вот такой вот духовной подпитке. И один из мудростей, хикматов того, что для мужчин пятничная молитва и слушать хутбу является обязательством, это как раз таки вот в этом. Чтобы человек, придя в мечеть, хотя бы один раз в неделю заряжался, возвращался домой и передавал то, что он услышал своей жене, своим детям, им делал наставления. И таким вот образом умма, она сама себя поддерживала бы, как говорится, в тонусе. И что нужно отметить? То, что Ханзаля, этот сподвижник, он на самом деле необычный сподвижник. Этот сподвижник, которому посланник Аллаха, доверял писать неспосылаемые аяты. Как мы знаем, посланник Аллаха, не умел ни читать, не умел ни писать. И то, что ему Джибраиль не спосылал аяты Корана от Аллаха, он это ему говорил, то есть были разные виды неспосылания откровения, и один из видов, когда Джибраиль читал ему, а посланник Аллаха повторял за ним. И это нужно было записать. И у посланника Аллаха были писари, которые записывают аяты: Абу Бакр, Умар, Муавия, Зейд ибн Фабит. И среди них был Ханзаля, Абу Риб'и Ханзаля ибн Раби' аль-Усейди, один из лучших сподвижников.
И вот это вот качество, что посланник Аллаха доверил кому-то из подвижников, не каждому, а кому-то из них доверил писать священное писание, откровение от Аллаха, аят из Корана, это говорит о высоком доверии посланника Аллаха. И, к сожалению, на сегодняшний день в некоторых из этих сподвижников различные заблудшие группы, секты, говорят, такой-то там лицемер, такой-то там этот, да, несмотря на то, что он был писарем за посланником Аллаха. И поэтому это качество сразу же в нас, как говорится, возбуждает антитела против вот этих вот самых заблудших групп и сект, которые обвиняют сподвижников в лицемерии. Сразу же у нас в голове должно сразу как бы загораться функция, то, что это все, это неправда, это нехорошо, это недействительно. И этот сподвижник, несмотря на то, что был писарем от посланника Аллаха, обвинил самого себя в лицемерии. Вот это вот качество, уважаемые братья, которое должно быть у верующего. Верующий всегда должен стремиться к совершенству. Не должен бить себя в грудь, заниматься самобахвальством, да, вот я такой, вот я сякой, да у меня там, я произошел от такой-то семьи, от такого-то рода, там, да, у меня там 7 колен, там, были там бабайлар, муллалар, там и так далее, все на намазе были, да все, мне сразу рай уже гарантирован. К сожалению, есть и такие люди. Но верующий, он всегда ищет недостаток у себя, потому что он знает то, что он несовершенен, потому что он знает, у него есть нафс, у него есть шахваты, страсти, есть шайтан, который постоянно ему делает наущение. И сподвижники, какими бы они большими не были, они всегда старались искать эти изъяны у себя. И вполне резонно то, что Ханзаля, увидев подобные изменения у посланника Аллаха, он заряжается энергией, выходит к жене, к семье, там, к различным своим заботам мирским, да, и чувствует такой вот отток того самого подъема. Это вполне объяснимо. И поэтому, уважаемые братья, вот как раз-таки различие между верующим и между грешником в том, что верующий, он ищет изъян у себя, а грешник, он не обвиняет самого себя. Он не говорит то, что я мог ошибиться, или же во мне могла быть ошибка, или же там и так далее. Да? Он начинает искать у других. Вспомните, когда Абдуллах ибн Мас'уд говорил, да, когда верующий совершает маленький грех, он считает это подобным большому камню, который скатывается с горы, большой огромный валун. И этот самый верующий как будто бы сидит у подножия этой горы. И еще чуть-чуть, и этот камень просто насмерть сдавит его. А лицемер, когда совершает грех, он просто отмахивается, как будто отмахнулся от какой-либо мухи. И поэтому, уважаемые братья, это говорит о том, что сподвижники всегда старались обезопасить себя от ошибок и всегда, что делали? Всегда самих себя считали неправыми, самих себя считали ошибающимися. И поэтому Хузейфа ибн Аль-Яман, сподвижник, которого называют хранителем тайн посланника Аллаха, кому посланник Аллаха поименно сообщил имена лицемеров в Медине, Умар, несмотря на то, кем был Умар, да, и какое он положение занимал у посланника Аллаха, он пристал к Хузейфе, он не отходил от него. И, как говорится, буквально одолел его и говорит, да, скажи, назвал ли посланник Аллаха мое имя среди этих лицемеров? Назвал или нет? Назвал или нет? И до такой степени он его часто спрашивал, то Хузейфа сказал, все. Тебя, он говорит, не назвал. Тебя не было среди имен лицемеров, но я больше тебя никому больше не скажу об этом. Потому что это тайна посланника Аллаха. И Умар в свое правление приходил на ту заупокойную молитву, где присутствовал Хузейфа. Если же его там не было, он там не участвовал. Почему? Потому что Хузейфа, по его убеждению, да, по тому, что он знал, он не читал заупокойную молитву за лицемеров. И если он знал конкретно то, что это был усопший именно тем человеком, о котором сообщил посланник Аллаха, он просто не приходил на эту молитву. И поэтому, уважаемые братья, это говорит нам о том, что мы, как верующие, во-первых, должны постоянно работать над своими ошибками, и, во-вторых, не должны походить на лицемеров. Должны избавляться от качеств, которые приводят к лицемерию. Вспомните хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал 3 качества, если лицемеров.
Если они соберутся в человеке, он будет полным лицемером. Если же у него останется хотя бы одно качество, в нем будет продолжать оставаться качество лицемеров. Если он говорит, он лжет. Если же он обещает что-то, он нарушает свои обещания. Если он заключает какой-то договор, он нарушает этот договор. И там есть много риваятов этого хадиса. И в одном из риваятов сказано, что если он начинает спорить, он приступает все границы. Он не может нормально, культурно, цивилизованно спорить. Он сразу переводит это в крик, шум, гам, обвинения там какие-то и вообще, как сказать, которые не поддаются ни логике, ни шариату. Поэтому вот эти вот качества лицемеров, от которых мы должны избавляться. И вот эти три качества, да, о них и ученые говорят. Однажды у имама Ахмада спросили, как же, говорит, мы познаем лжецов? Каким образом выявить из людей лжецов, чтобы с ними не взаимодействовать, чтобы не попадать в их сети? И тогда имам Ахмад сказал, вы познаете лжецов по их обещаниям. Он обещает, не выполняет. Обещает, не выполняет. Обещает, не выполняет. И вполне возможно, что человек, дав обещание на что-либо, один раз может ошибиться. Какое-нибудь форс-мажорное обстоятельство, застрял в пробке, я не знаю, там, не смог, там, да, в семье что-то случилось, да. Но когда это происходит постоянно и систематически, не один раз, не два раза, а много раз, это уже большой повод задуматься и этому самому человеку, и окружающим, стоит ли с ним вообще взаимодействовать, стоит ли с ним работать, да, и стоит ли верить тому, что он рассказывает. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах субханаху ва тааля в суре Тауба, в 62-м аяте говорит: «Яхлифуна биллахи лакум лиюрдукум, валлаху ва расулуху ахакку ан юрдуху ин кану му'минин». Аллах субханаху ва тааля говорит, они, лицемеры, они клянутся Аллахом для того, чтобы оставить вас довольными, оставить вас в удовлетворении. Но Аллах и Его посланник более достойны того, чтобы их оставлять в удовлетворении, если же они являлись бы верующими. И второй аят, сура Мунафикун, второй аят, Аллах субханаху ва тааля сказал: «Иттахаду айманахум джуннатан, фасадду ан сабилиллахи, иннахум саа ма кану я'малун». Они, лицемеры, они избрали свои клятвы щитами для того, чтобы отвращать от пути Аллаха. И как скверно же они поступали. И вот эти вот два аята еще раз указывают нам на то, что лицемеры, как правило, даже дав клятву именем Аллаха, они ее нарушают. Они ее нарушают, не исполняют, да, и ставят себе цели достичь довольства там, людей, какие-то свои низменные цели, да, какие-то корыстные цели, чтобы этого достичь, да, и даже хотя бы за счет этих самых клятв. И поэтому, уважаемые братья, вот это вот является качеством лицемера. И еще одно качество лицемеров, которое упомянуто в Коране, сура Ахзаб, 60-й аят, Аллах субханаху ва тааля сказал: «Кад я'ламу Аллаху ал-му'аввикина минкум, вал-каилина ли ихванихим халумма илайна, ва ла я'туна ал-бa'са илля калила, لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا». И Аллах субханаху ва тааля сказал: если лицемеры не перестанут, а также те, в чьих сердца болезнь, а также те, которые распространяют ложные слухи в Медине, то мы непременно поможем тебе, о Мухаммад, и твоей умме одолеть их. И эти люди, лицемеры, в чьих сердцах болезнь, там, и остальные там грешники, да, мы сделаем так, что они будут с тобой соседствовать только лишь малое время. Да? И в итоге они изживут самих себя, и их просто не станет. И поэтому, как видно вот из этого аята, и распространение различных ложных слухов, это тоже относится к качествам лицемерия. И в наш день, в наше время, это тоже соотносится с распространением различных фейков. На сегодняшний день интернет вседоступен, открыт. Сегодня
Альхамдулилля, это с одной стороны, это для нас благо, да, если это правильно использовать. Интернет доступен практически везде. Даже глухая деревня, глухой какой-нибудь лес, да, там хотя бы один из операторов будет вам предоставлять интернет. Альхамдулилля, сегодня расстояния между людьми, они сократились. Если раньше, вот я вот в детстве, да, вот писал бабушке письма, там, когда учился в школе, да, расстояние от места, где я жил, до деревни, там, 100 километров было. Письмо шло 3 дня. 3 дня писал письмо, как дела, бабушка, там и так далее. Да? 3 дня шло. Сегодня достаточно позвонить. Более того, даже достаточно набрать по телефону, там, по WhatsApp видеосвязь. И ты будешь видеть человека, где бы он ни находился, с ним разговаривать, и прямо ты видишь все, что он совершает, все, что он делает. Это же благо от Всевышнего Аллаха. Но с другой стороны, люди используют этот самый интернет неправильно для того, чтобы распространять различную неподтвержденную информацию. Фейки, различные страшилки, да, которые вообще, как сказать, не имеют отношения ни к нашей религии и вообще к действительности, к миру, в котором мы живем. И поэтому, уважаемые братья, вот это вот все является назиданием для всех нас, чтобы мы не походили на тех людей, о которых сказал Всевышний Аллах, и те, которые распространяют ложные слухи в Медине. И это были лицемеры, которые говорили: все, Мухаммад погиб, Мухаммад и его войско их одолели, там и так далее. Защищайте самих себя, свои дома, там и так далее. Да? Если вы прочитаете сиру посланника Аллаха, саллаллаху салям, вы это увидите. И напоследок, на этом остановимся, иншаллах, продолжим на следующих уроках, потому что урок длинный, он еще не завершен. Реакция Абу Бакра. Абу Бакр, когда услышал от уважаемого сподвижника, Ханзаля стал лицемером, Абу Бакр что сказал? Я так и знал, я тут что-то подозревал, видел от тебя какие-то косяки, какие-то ошибки, да? Он так поступил? Нет, он сказал субханаллах. Слово субханаллах – это зикр, упоминание Всевышнего Аллаха, что Аллах пречист от всяких недостатков, и он произносится тогда, когда человек удивляется чему-то. И когда уважаемый, достойный человек перед тобой что-то сделает или допускает какую-то ошибку, или же тебе что-то либо о нем сообщают, это не повод для того, чтобы я так и знал, я подозревал, я что-то ощущал, мне что-то говорили. Нет, это не должно быть подобным образом. В нас, наоборот, должно проявляться что? Чувство удивления и субханаллах. И в нашем сердце, в нашей груди должно быть ощущение, то, что нет, этот брат не такой. Нет, эта сестра не такая. Ошиблись, неправильно довели, злые языки и так далее. Понимаете? Вот качество верующего. Он обвиняет самого себя, ищет в себе изъяны, но по отношению к другим верующим он их не обвиняет. Он, наоборот, их старается обелить. Понимаете? И поэтому и Абу Бакр, услышав эти слова, он сказал: субханаллах, как ты вообще такое можешь говорить? Да? От тебя я такие слова должен слышать, да? Понимаете? И поэтому в этом для нас есть урок и назидание, как эти сподвижники друг с другом разговаривали, как реагировали на слова друг друга, да? И иншаллах, чтобы мы это тоже практиковали у самих себя и имели такой же благой нрав в взаимоотношениях между верующими. И именно так и предписал нам обращаться друг с другом Всевышний Аллах. И на этом остановимся, иншаллах, продолжим на следующем уроке, потому что хадис длинный, и те пользы, с которой можно вынести из этого хадиса, их очень много. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.